Уважаемые зала, финальном матче чемпионата республики региона первой встречаются международные финалы Усть-Луганского луза футбол победы и сборная сборная команды города Якутска. Шел за океан номер 1. Восток номер 35. Никита Зурой номер 1. Никита номер 5. Заренко номер 8. Юрий номер 13. Номер 7. Никита Кузнецов номер 4. Дмитрий Антонов номер 12. Максим Волков номер 9. Михаил Сергеевич Единый Сергеевич. Сергей Аманатов Василий Ульпин номер 1. Глава Усть-Луганского района Василий Иванович Амосов. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами смотрим финал чемпионата Республики Саха-Якутия по футзалу в первой лиге. Село Брагунц находимся. И вашему вниманию финальная игра Усть-Алданский против Якутска.
Усть-Алданский Улус и Якутск. Кто же будет сильнее? Будем смотреть вместе. 25 минут грязного времени тайм. Всего 2 тайма. Для вас эту встречу прокомментирую я, Дмитрий Лосев. Сразу же отмечу, что для вас открыт чат в нашей YouTube-трансляции, где вы можете поддерживать команды, делиться впечатлениями по ходу игры. Так что обязательно пишите. Все самое интересное в эфире озвучу. Ну что, и теперь по составам давайте пробежимся. Начну с команды Якутска. У них, соответственно, синяя форма. И следующие игроки. Голкипер Ашот Саакян 1, Вячеслав Иванов 25, полевые Никита Зубарев 11, Дмитрий Курдаков 5 капитан, Роман Бондаренко 8, Денис Ергин 13, Иван Калачков 3, Семен Кутырев 7, Никита Кузнецов 4, Кирилл Антропов 12, Максим Рудых 9. Команда Усть-Алданского, соответственно, белые футболки у них. Голкипер Сергей Аманатов 19, полевые, и также Василий Лыткин 1, полевые Афанасий Федоров 7, Николай Ведерников 5, Владимир Жирков 8, Андрей Иванов 21, капитан команды. Люлус Петров 6, Егор Тролоков 10, Айт Албурцев 17, Адун Слепцов 4, Семен Афанасьев 14, Афанасий Домотов 11, Петр Кулаковский 15, Алексей Богдашин 88. Ну что ж, игра уже вовсю началась, и с интересом следим за решающим матчем. Кто же выиграет главный трофей, кто же станет чемпионом? Если вспоминать прошлый год, и в 23-м тоже соревнования, конечно же, проводились. Ну и тогда команда из Усть-Алданского оказалась лучшей. Здесь нарушение правил и шанс для Якутска. Сергею мяча. 13 номер заряжает и попадает. 1-0. Якутск выходит вперед. Ну вот и первый гол. Достаточно быстрый получается. Всего лишь 2 минуты позади. Отскакивает мяч за боковую. Александр Иванов, Якутск вперед. Александр Иванов, оле-оле-оле. Олег. Фав, FJ просит звук побольше сделать. Тут по максимуму получается звук именно трибун. И 2-0. 2-0. А вот это довольно неожиданно. Смотрите, как разыгрывают ребята из Якутска. Что вытворяет у нас 8 номер. Фантастика. Достаточно оперативное начало. Да. И теперь Усть-Алданскому не просто, прямо скажем, тяжеловато. Но и отмечу, конечно, Романа Бондаренко, придумщика здесь нарушения правил. Андрей Федоров первый пошел. Гарик Гук, Юрич красавчик. Среднеколымск чемпион пишет. Футболка KG наш тренер Никита Зубарев. Опасный момент у Усть-Алданского. Ну да, нужно отыгрываться, нужно создавать момент. Пока тяжеловат. Старт не очень удачный. Ребята в светлой форме мяч забирают. Еще даже 5 минут не прошло в первом тайме. Перевод. Отскакивает мяч влево. Подбирают игроки
команды Усть-Алданского. Пас назад под возможный удар. Футбол AG Якутск вперед. И спешит Бондаренко. Попытался обыграть соперника. Смотрите, момент какой. Тут в атаку выскочил Зубарев. Пробивал, перехватывает команда Усть-Алданского. Хорошие скорости включают обе стороны. Улетает мяч. Сейчас спокойно голкипер его заберет. И начнет новую атаку Якутска. Вячеслав Иванов. А вот тут ошибка. Неточный перевод. И под удар Иванов на партнера оставил. Слепцов подключился и зарядил поворотом. Удар Березовский, Бандера хорош. Бондаренко, напомню, второй мяч организовал. Станислав Петров, вратарь Якутска, Славка Машина, ворота на замке. Захар Дегтярев, товарищ комментатор, Усть-Алдан, действующий чемпион, если что. Да, так я об этом и говорил, что в прошлом как раз сезоне первое место именно было у Усть-Алданского. Обыграли они Мирный в финале. А Мегано-Кангалские ребята стали третьими, как и в этом году, кстати. Ну вот. Посмотрим, удастся ли защитить титул. Сергей Башуров, Якутск, красавцы. Так, держать. Мьюзик, когда вратарем успел стать. Футбол KG Якутск. Улетает мяч за боковую. Синий с мячом. Резвый старт для Якутска, но, естественно, сейчас будут прессинговать, давить и пытаться отобрать мячи всеми возможными легальными способами игроки Усть-Алданского. И сейчас мяч подхватывают ребята в светлой форме. Перевод налево. Здесь Тралуков. Тралуков покатил немного назад. Мяч остается у команды Усть-Алданского. Ну а вот здесь пытался проскочить Афанасий Федоров мимо соперника, но в итоге не удалось дальше продвинуться. Тем не менее, мяч уходит за пределы в пользу команды Усть-Алданского. Удар Березовский. Якутск очень сильная команда. Главное, слабину не дать. Усть-Алдан хорошо пользуется этим. Аж трибуны вскакивают с мест, болельщики подскочили. Опасные моменты один за другим у нас идут. Мяч у Якутска, но посмотрите, как поддавливает сейчас соперник и заставляет ошибиться, заставляет сделать неточную передачу. И в итоге мяч у бело-черных, они на чужой половине. Ведерников покатил назад. Здесь Федоров, Афанасий направо отдает. Вновь Федоров развернулся и перехватывает. Здорово в этом моменте игрок Якутска. Останавливают его. Ну и, соответственно, призывает сейчас арбитр всех успокоиться. Мяч у синих. Передача вперед. Ну-ка, а разыграть? Нет, тут не получилось это сделать. Федоров подхватил назад. Передачу на партнера сделал. И вновь Афанасий направо отдает. Мяч получает. Федоров. И передачу пытался влево отдать. Ну, Афанасия Федорова, конечно, прекрасно помним по выступлениям в Вышке.
Здесь Жирков. Мяч остается у Сталданского, но нужно наконец-то создать какой-то более-менее опасный момент. Попытаться его все-таки использовать, реализовать. Мяч у команды в бело-черную. Еще один удар по воротам. Довольно неплохой по качеству. Реагирует голкипер. Опускает мяч. Ну и дальше начинается движение уже Якутска. Пока они на своей. Потихонечку продвигаются вперед. Вот здесь перехвата не было. Нет, можно продолжать. И ребят в синей форме, как мы видим, довольно активно сейчас. Мяч по-прежнему у Якутска. Назад передача последовала. Синие атакуют и пытаются создать опасную ситуацию в ворот соперника. В итоге мяч уходит за боковую, разыгрывают игроки Усть-Алданского. Бело-черные отправляются в атаку. Что, как считаете, удастся ли сравнять действующему чемпиону счет? 0-2 уступают. В самом начале пропустили 2 гола. И пока отыграться не получается, Якутск довольно спокойно по счету действует. И есть возможность. Они, конечно, убегают в атаку, контратакуют. Но особо вперед сейчас не лезут. Самое главное — это сохранить свои ворота в неприкосновенности. Однако у Усть-Алданский еще один момент великолепный создает. И удар за ударом тут идет. В итоге угловой мы с вами увидим. Разыгрывает команда. Бежал открываться Бурцев, но до 17-го номера мяч не добрался. И выбивают вновь с боковую аут. Пытался Бондаренко сместиться и пробить не получилось у 8-го номера. Но все равно Якутск сейчас не дает спокойно выйти из обороны сопернику. Однако Усть-Алданский это делает. Улетает мяч. Еще один аут мы сейчас увидим. Быстро разыграли, а вот пробить не получилось. Еще один момент хороший. Убегают. Ух. Федоров сделал передачу на Тролокова. Егор пробивал и... не получилось. Бро, ТД1 спрашивает, каков счет. 2-0, Якутск впереди. А вот сейчас могло быть 2-1, но штанга спасает Иванова. Да, все лучше и лучше моменты у Усть-Алданского сейчас. Очень хорошие шансы, но пока отличиться не удается. Улетает мяч за боковую. Захар Категорев пишет 1-0 в пользу Якутска. Нет-нет, 2-0. 2-0. И помимо Юрчина еще Бондаренко забил. Бондаренко отличился, так что 2-0. И спасибо от Бро ТДД. Из-за боковой. Спрашивают Кверти 22, как зовут 5-го номера из Усть-Алданского. Это Николай Ведерников. Станислав Петров, Славка вратарь машина. Вячеславу Иванову. Евдокия Бестинову. Солдан вперед, братва. Атакует тем временем, как мы видим, Якутск. Солдан вперед. Спектр 75. А мяч как раз у Усть-Алданского. И передача вперед. Но неточная. Перехватывает соперник. Пробивал 5-й номер. Попал в оппонента. Новый подход Усть-Алданского. Афанасий Федоров сделает передачу. Тут уходит мяч.
Что дальше? Дальше удар. Еще один момент. Первый фол. Третий фол, конечно, у команды Усть-Алданского. Первый у Якутска. 3-1. Ну, для оставшихся 10 минут это пока еще несерьезная проблема. С этим можно справиться. Алданки с мячом. Разыгрывают. До удара не доходит. Якутск выбивает. Винокуров интересуется, 5-й номер у сталданцев зажатай бегал же. Нет. Там играл другой 5-й номер, и Ведерникова не было. Сейчас момент хороший. Отскакивает мяч в сторону. Юрий Федоров, у Салдан 4 финала подряд. Евдокия Бестина, Салдан сила. Ну и обстреливают с разных дистанций ребята из Усть-Алданского, пока не заходит, не залетает мяч в ворота. Либо голкипер хорош, либо защита помогает, либо просто не попадает, что чаще происходит. Ну вот так вот. И, естественно, с каждой минутой нервозности добавляется Усть-Алданскому, потому что, ну как, 0-2. Вроде бы ты игру ведешь и моменты создаешь, а вот забить никак не получается. Это, безусловно, тревожно. Разыгрывают мяч игроки в синей форме. Совал Калачиков назад. Дальше получает мяч Кутырев. Может получиться перехват. Андрей Федоров в прошлом году Ведерников играл за Жатай. Но вот тут вполне вероятно. В прошлом году играл Захар Дегтярев. Ждем камбэк. Мьюзик 5 номер, он раньше играл за Жатай. Здесь неплохой перевод. Станислав Петров, голкипер, вообще хорош. Интересную мысль Номанс Дрим высказывает. Золотое поколение Усть-Алдан. Интересно, после них есть молодые, которые заменят это поколение. Или как со сборной Бельгии получится. Только у сборной Бельгии нет побед, а вот у Усть-Алданского есть. Усть-Алданский выигрывает трофеи. Мяч у Якутска. Хороший перевод. Бондаренко. В результате отскока мяч отлетает. Мьюзик Кар тяжело очень, видимо, постарел. Это про капитана Якутска. 7 минут еще в первом тайме остается. Перевод и в пустые ворота. 3-0. 3-0. Еще один мяч Романа Бондаренко. Ну вот вам и постаревший, да? Выдает передачу. Все великолепно разыграно командой Якутск. И они-то свои моменты используют. Они великолепно отличаются. Счет 3-0. Мяч у Усть-Алданского. Алекс СППВ в Спартакиаде. Да, пройдет она в городе Нюрба. В 2020 в городе Нюрба в 2027
Этих составов уже не будет. Смотрим. Посмотрим. Маска Борисов, Усть Алдана есть поколение. Они уже играют в составе. 4-й номер, например. А тут Слепцов, ему только 21 год. Кипер Якутск хороший. Арсенал 008. Язык. Видите, я пошутил. Наманс Дрим пока что лучший игрок финала. Номер 8 Якутск. Тут, пожалуй, без сомнений. Бондаренко уже 2 мяча организовал. Гурий Слепцов. А где обещанный комментатор? А, кого обещали? Мяч у синих. Диагональный перевод. Подхватывает усть-алданский мяч. От Якутск в группе сейчас совершенно разные команды. В полуфинале, в финале сильно прибавили. Четыре минуты с небольшим. Якутск в группе стал вторым. У команды было 2 победы, ничья и поражение. Не самые лучшие результаты, что касается Усть-Алданского. Они тоже, кстати, в итоге вторыми были, но только не проиграли. 2 победы, 2 ничейных результата. 8 очков. Ну а первые, соответственно, Мирнинский и Мегина Кангаласки. Но вот ребята в итоге в матче за 3-е место сразились. А те, кто были вторыми, они за золото уже. Вновь мяч у Усть-Алданского. Федоров. Но нужно, конечно, постараться забить в первом тайме. Если удастся, во втором уже совсем другой футзал может быть. Но времени все меньше остается. Тульфанов, что Стагниенко. Не знаю, не слышал, что там Стагниенко должен был этот турнир комментировать. Петр Эверстов, это называется класс. Захар Дегтярев, спасибо вам, комментатор, за добросовестный труд. Вам спасибо за то, что пишете и украшаете трансляцию. Еще удар заблокирован. Еще комментатор. Большой палец вверх. С ним смотреть более интереснее. Вам слова благодарности от меня. Ну и мяч у Усть-Алданского. Здесь нарушение правил. Федоров на паркете. Ну и быстро разыгрывают. 2 с лишним минуты еще остаются. Улетает мяч. И у нас тайм-аут. Минутная пауза. Давайте по традиции я помолчу. Возможно, удастся что-то интересное услышать. Ну что, возвращаемся. 2 минуты 21 секунду еще осталось в первом тайме. Ну или периоде тут, как кому больше нравится играть. Якутск впереди 3-0. Согласитесь, все-таки счет несколько неожиданный. Думалось, что будет больше борьбы. Пока же Якутск
Забивают все, что можно. Соперники не забивают ничего. И вот этот момент, безусловно, интересный. И сейчас еще один фол, но пока, опять же, до пробивных далеко. Удар. Ох, передача под удар в касание. Но выше цели. Подставлял неплохо сейчас Бурцев. Немножко не повезло Айталу, пожалуй. Саха. Вау, вперед. Кристина Жиркова, Якутск лучше. Эсов недоволен действиями арбитра. Петр Эверстов подмечает, что скорость у Якутска выше. Михаил Винокуров бедного Рудых не выпускает совсем. Опыт бы не помешал молодому. Пока без Максима Рудыха. Слушаем болельщиков. Посмотрите как. Ну-ка, ну-ка. И тайм-аут завершается. Минута 29 остается. Якутск без тренера или руководство полностью передали Никите. Опять юморит Мьюзик. И падение. Это нарушение. Кристина Жиркова, Никит за тренера. Интересуется, какой счет? Счет 3-0 в пользу Якутска. Чуть Алдан не хватает. Анатолий Ермолаев. Но вот сейчас штрафной. Возможно, удастся все-таки Федорову и компании забить. И опять мимо. Федоров покатил. Ну и вкладывают мячи в ноги друг друга идеально. Вот сейчас опять у Айтала Бурцева был шанс. Но мяч уходит в сторону. Анатолий Ермолаев хорошо, спокойно обороняется Якутск без суеты. У нас последняя минута первого тайма идет. Мяч у команды Усть-Алданский. Уходит он в сторону. Пас вперед. Усть-Алдан еще 30 секунд имеет. Вот еще одну интересную параллель проводит Захар Дегтярев. Сценарий стамбульского финала Лиги Чемпионов 2005 года нужно повторить. Игра между Миланом и Ливерпулем. Ну и как Маслаченко тогда скажет, что ничего еще непонятно. И уходить раньше времени от экранов не стоит. Так что обязательно смотрим второй тайм. А пока 4-0. Но все-таки сценария, наверное, не будет. Потому что 4-0 уже в первой части. Забивает Якутск в самом-самом конце. Денис Юрчин опять отличился. Ох, 2 дубля, 4-0. Якутск просто не оставляет шансов Усть-Алданскому. Фантастика. Уже время вышло, но сейчас все разыгрывают. И свисток звучит. Небольшая пауза и 25 минут на исправление ситуации Усть-Алданского.
Ну и потихонечку возвращаемся, друзья. Немного чат почитаю. После 4-го гола Кристина Жиркова и Юрген Машина. Василий Иванов, Якутск. Анатолий Ермолаев. Реализация моментов просто на уровне. Мьюзик. Такие Юрген
как семечки клепает. Ну и Мигром интересуется, как думаете, Усть-Алдан сможет камбэкнуть на Мансдрим, что с командой вообще игра не идет, у Федорова в особенности. Петр Эверстов, ошибки жесть, Сергей Башуров, Верген. И знак огня. Мигром, я что-то практически не вижу игроков Усть-Алдана. Сейчас надо сразу начинать пятый катать от Мюзика совет. Интересуется, что это за игра. Ну, стоит отметить, что у нас весьма интересная игра. Финальная чемпионата Республики Саха. Якутия по футзалу. Первая лига. 28 февраля по 3 марта, соответственно, турнир проходит. Петр Эверстов при всем желании Усть-Алданскому не вытянуть этот матч. Смотрим. Мяч у команды бело-черных. По поводу судей спрашивают. Вот тут, в общем, в протоколе судьи не зафиксированы изначально были, но главный судья чемпионата Алексей Адамов, арбитры должны быть Сергей Веденеев, Сергей Дмитрюк и Григорий Назаров. Длинный перевод. Улетает мяч. Ну ничего, не попишешь. Усть-Алданский уже начинает второй тайм с пятым полевым. Как по-другому? Как по-другому справляться, когда ты в 4 мяча проигрываешь, нужно догонять. И сделать это, понятно, не так-то просто. Мяч у бело-черных под удар. Хороший момент. И заряжал Федоров. Подхватывает Тралуков. Мог быть перехват, но Тралуков удержался. Пасует вперед. И тут, конечно, нарушением правил. Эмоции весьма сильные на старте второго тайма у нас. И первый фол. Продолжает Усть-Алданский. Спектр 75. Усть-Алдан вперед. 1-2. Комментатор новый. На сегодня вместо Игоря Кулашвили работаю я, Дмитрий Лосев. И мяч у команды Усть-Алданского. Федоров вратаря гонял на пятого полевого, покатил. Дальше Тралоков включается. Время уходит, уплывает. Футболисты Алдана пытаются хотя бы один мяч забить. Улетает мяч за боковую. Когда футбола в Якутии нет. Вот такое утверждение. А футзал-то хоть есть? Как теперь официально именуют, не мини-футбол, а футзал. Ну, кто-то по старинке мини-футболом игру тоже называет. Тут кому как больше нравится, кто как больше привык. Разыгрывает Усть-Алданский. Время идет. А команда все разыгрывает. В принципе, согласны ребята из Якутска. Пообороняться сейчас, если что, ворот пустые, можно и пробить. Если что, можно и убежать, попробовать. Есть подбор. Ох, каким чудесным образом не заходит мяч в ворота. Ну, просто заговорили
Заговорили абсолютно. Здесь Афанасий Федоров. Еще момент. Перевод. А где вратарь? Уатитон. Тиммен спрашивает. Пятым полевым играют, потому что уступают, и чтобы добыть преимущество, таким образом часто в футзале действуют. И сейчас мы это увидим сразу в самом начале второго тайма. Ну а как по-другому отыграться, прекрасно понимают ребята из Усть-Алданского, что если не рисковать, то не получится ничего. И сейчас Федоров передачу вперед делает. Ванту приветствую по футзалу. Кетч брали Алмаз. Алмаз вообще, конечно, легендарная команда из Мирного. И что только они не выигрывали. Трижды Кубки Европейских чемпионов. А здесь... А вот здесь... Замкнуть не удается. Ну, пока так. И вновь Усть-Алданский подхватывает. Федоров, ну, посмотрите, как самоотверженно защищается. Просто блестящий Якутск. Всей команды. Зубарев. Никита выгрызает ногами мяч. Усть-Алданский разыгрывает. И вновь Зубарев. И ворота пустые. И мяч заходит. 5-0. Да, такой Якутск никак не обыграть. Якутск просто великолепен сегодня. И Роман Бондаренко. Усть-Алданский все равно продолжит играть так же, как и ранее. Пытаться с пятым полевым по возможности отличиться. Но будет сделать это, конечно, очень сложно. Ну и уже 3 мяча Роман Бондаренко забил. Еще 2 у Дениса Юргина. А вот еще один гол может быть. Да, 6-0. Ну, тут, друзья, в пользу Якутска. Все, уверенная победа. Роман Бондаренко, пожалуй, действительно лучший сегодня. В нужные моменты делает все идеально. И мячи перехватывает, и отправляет их точно в цель. Уже 4 гола. 4 гола. Григорий, значит, ты виноват, Дмитрий, что наш проигрывает, был бы комментатор вчерашний, выиграли бы. Передам Игорю. Ну, понятно, что это шутка. Но сегодня просто очень Якутск собран, и реализация высочайшая. Ну, а Усть-Алданскому, конечно, не везет. Как будто старик Хаттабыч заколдовал ворота. Ну уж один-то мог зайти, но Вячеслав Иванов и компания просто делают так, что ничего вообще не залетает. Мьюзик, вратарь. Мощь просто. Дархан интересуется, кто выиграл за 3-е место. 3-е место за командой Мегана Кангаласки. Да, и Ванту пишет, что меганцы 3-е легко взяли. Ну и мог быть финал меганцев и усть-алданцев. Но на выходе Якутск вышел чудесным образом в финал, а в финале уже крупно выигрывает. 6-0. Это, опять же, что-то из тенниса. Аня Феоктистова на воротах Якутска стоит мой муж. Молодец, красавчик, любим тебя и болеем. Да, муж играет просто блестяще сегодня. Тут только
Мое почтение. Вячеслав Иванов сегодня один из героев. Да, Бондаренко хорош, забил 4 мяча, но Иванов много выручал. И если бы хотя бы один мяч пропустил, то я уверен, ну и Салданский бы борьбу навязал. Сейчас-то понятно, если даже забьют 1-6, что там удастся сделать. А вот в первом тайме, если бы у Салданский хотя бы 1-3 сделали, там можно было в игру вернуться, можно было побороться. Рома лучшего берет по ходу, Мьюзик пишет. Ну, если по голам в финале оценивать, то да, но опять же, вратарь тоже может посоперничать. Аманс Дрим Бондаренко потом внукам будет рассказывать. Делал хитрик в финале. Кожаный мяч чемпионата республики. Атакует Якутск. Уже вратарь вернулся в ворота. Ну и намертво вылавливает. Александр Иванов про Вячеслава пишет. Вячеслав Яшин. Виктор долго разгонялся Якутск. Мюзик сообщает, что в полуфинале Рома забил победный. Но вот в полуфинале победный. Много постарался в финале. Мартынов по 2 играм видно, кто все силы в полуфинале выложил без остатка. Сегодня одна встреча не состоялась, потому что команды отправились домой. Вот дальше-то разбирательство будет. Как мне сообщили, там какие-то дисциплинарные меры должны будут приняты. Поэтому я бы не спешил говорить совершенно точно, кто и как в итоге вылетает. Ванту пишет, что Горный и Жатай по ходу. Виктор Среднеколымск скорее. Кристина Жиркова. Награждение сразу после игры. Трансляция будет. По изначальной подсказке по регламенту писали, что в 15 часов должно быть награждение. Вот пойдет в эфир оно или нет, сказать не могу. Но надеюсь, что снимут. А Якутск тем временем близок был к тому, чтобы еще один мяч в ворот соперника отправить. И это был Никита Кузнецов. Развернулся, пробил. Все довольно неплохо было. Данил Иванов предсказывает, что будет как Бразилия и Германия. Счет 7-1. Много сегодня параллелей с футболом у нас. Что, неужели Алданский сумеет хотя бы один мяч, но забить? Кажется, что абсолютно заколдованы ворота Иванова. Антону Меганцам чуть не повезло в полуфинале. Могли бы фалить в конце, например, 10 секунд оставалось. Сам как будто разного уровня команды играют. Финал без интриги. Давно такого не было. Ну да, по поводу интриги, к сожалению, вы правы. Потому что тут уже такого явного напряжения нет. И Якутск обыгрывает по делу. А могут забивать еще и еще. Хотя Максимов взял 3-е место. Ну, про 3-е уже не раз говорили. Ну, давайте буду повторять, почему бы и нет. Это Мегана Кангаласки. Обыграли они мирнинцев в игре за 3-е место. Станислав Петров ничего не залетает, потому что Славка вратарь машина. Антон, пора бы вернуть кубок в Якутск. Антон в прошлом году Надан не вышел на последний матч. Они и так вылетали во вторую лигу, а в этом году даже туда не заявились. Сейчас хороший момент. Ух, но тут не попадает. Близко к голу подобрался капитан. Но немножко мяч в ворота не зашел. А пока вообще удивительно, но 2 игрока у Якутска забивают. Счет у нас 6-0. У одного 2 мяча, у другого 4. Там Тимофей, устали. Говорим, камбэка не будет, расходимся.
Кристина Жиркова с нулем домой пойдет. Ну, посмотрим, забьют ли мяч престижа или все-таки нет. 10 с небольшим минут до конца второго тайма, до конца матча. Якутск выигрывает уверенно. Федоров смещается по центру. Передачу налево отдает еще раз. Афанасий блокирует Бондаренко. Боже величество, почему 15 номер у Салдан играет? Петр Кулаковский, судя по всему. Мяч у Жиркова. Александр Жирков, упускайте Рудых. Федоров. Перевод. Ну и передача не пошла, не получилось. Перехватили игроки Якутск. Тут Лыткин спокойно пропустил мяч. И бело-черные на чужой половине сейчас. Еще один аут разыгрывают игроки Усть-Алданского. Ну, пожалуй, глобальная интрига лишь одна. Выиграют ли, не пропустив игроки Якутска, либо все-таки Усть-Алданский мяч престижа ворот соперника забьет. Ух, близок был Афанасий Федоров. Мощно зарядил, но нет. Мимо. Считает футбольное величество, что не хватило эмоций Усть-Алдану для финала. Тут заморозка. Антон считает, что победу надмирным, видимо, отмечали. Иванов, герой встречи, рукой вводит мяч в игру. Пытается вновь на чужую половину перевести мяч Усть-Алданский. Федоров смещается. Здорово играет с партнером. Передача под удар. Но Федоров был уже далековато. Жирков поэтому воротом заряжал. Попал Владимир в соперника. Виктор считает, что свою игру не могут найти, потому что никто игру на себя не берет. У команды Усть-Алданского. Но вот сейчас пас назад. Мяч у Федорова. Покатил налево. Сам побежал открываться перед вратарем. Еще момент. Серхио Агуэро. Усть-Алданцы проигрывают, потому что Капыр нет в составе. Футбол и величество откуда комментировать? Комментатор из Подмосковья. Александр Самохин, Усть-Алдан. Тут получается. Получается, что Усть-Алданский в финале уступает. Остается нам только лишь счет узнать. И получается, что смена чемпиона. Потому что в прошлом сезоне именно Усть-Алданский выиграл титул первое место. Сейчас они уступают Якутску. Тайм-аут. Немного молчу. Может быть, что-то услышите. Интересно.
Ну что, еще 7 минут остается. Возвращаются команды на паркет. Якутск атакует. Играем реально матч схож с Германией и Бразилией. Лидера С1 уехали Жата Нюрингри, пусть они вылетают. Ванту вместе с Алданом. Ванту, что за неуважение к зрителям и организаторам, не доиграли чемпионат. Получается, не посмотрели мы сегодня 4 встречи, только лишь 3. Мяч у Якутска. Но уже тоже немножко подустали, видно. Ладно, пусть алданцы со следующего года начнут прогрессировать семимильными шагами. Такой зал даст плоды. Действительно, шикарный зал. Напомню. Сейчас давайте посмотрим за этим моментом. Быть может, удастся отличиться. Вот напомню, село Барагонцы. Соответственно, с 28 февраля по 3 марта чемпионат Республики Саха-Якутия по футзалу среди команд первой лиги. В новом дворце спорта, посвященный столетию со дня рождения Николая Тарского. Закручивает Федоров, не попадает. А дальше тоже мимо. Уже, казалось бы, мяч оказался в воротах, но нет. Все-таки с другой стороны, это такой визуальный обман в итоге. Удар. А по поводу зала, он многофункциональный. Можно не только в футзал играть, но и в баскетбол, волейбол. В общем, универсальный у нас получается зал. Голкипер первый. И реагирует голкипер вновь. Якутск выбегает в атаку. Ну, здесь вратари Иванов и Лыткин сыграли здорово. Еще момент. Ну, открыт футзал пошел. Атака в одну сторону, атака в другую. Возможно, еще увидим мы голы. Федоров. Афанасий приближается. До удара дело не доходит. Переводят соперники. 4 минуты еще играть. И сейчас аут разыгрывает Якутск. Станислав Петров, говорю, Славка красавчик. Да, Вячеслав Иванов сегодня большой молодец. Мяч у Якутска тем временем. Галочка в передачу вперед. Поддавливает Усть-Алданский. Удар не получился. Да, комментатор, какой прогресс, если нет конкуренции, что взрослые варятся в своей каше. Понятно, что если играть только лишь у себя дома, многого не добиться. Но приходится искать в любом случае плюсы. Еще один неплохой эпизод может быть у Усть-Алданского. Александр Самохин. Ух, выше. Этот комментатор хороший, прошлого больше не ставьте.
Благодарю. Игорю передам. Усть-Алданский с мячом. Последние минуты. Ну, уже все прекрасно понимают, но атака и перевод неплохой. Мяч забирает команда Якутска. И на чужую половину вновь забираются. 2 минуты еще, последние 2 минуты. Время чистое, соответственно, забили. Они забили все же, ну, хоть так. Отличился Адун Слепцов. Ну вот, пожалуйста, вам, да, новое поколение. Говорили о том, что старое сойдет, где же новое. Слепцов 1-6. Виктор, комментатор, большие молодцы, спасибо, так смотреть интереснее. И вам спасибо, что пишете. И действительно, трансляция насыщеннее становится, интерактивнее. И футзал интересный смотрим, и в то же время общаемся. И уже Якутск снимает вратаря и, соответственно, пытается разыграть, в том числе и на будущее, с 5-м полевым. Они пытаются сейчас немножко подоминировать. Ну, тем более пропустили, можно и немного порисковать. Ливанов, усть-алданцы молодцы, несмотря на счет, до конца играют и все-таки добились своего, все-таки забили. И это, безусловно, уважение, это характер. Так, Сунсаха, в этом матче дело не в конкуренции, матч изначально сложился по другому сценарию, из-за этого усть-алданцам пришлось рисковать. Тут, конечно, тут Якутск на старте 2 забивает, потом куча моментов у усть-алданского они не реализуют. Якутск в итоге еще парочку в первом тайме организовывает, и, понятно, во втором надо было рисковать, но не получилось забить, имея 5-го полевого, пропустили 2 впустые, и уже все понятно было, 0-6 можно было интригу завершать. Но усть-алданский можно даже сыграть ничью в отдельно взятом втором тайме. Мы говорим, теперь пусть Якутск забьет, чтобы повторили счет 7-1 Германия-Бразилия. Но пока мяч у соперника. 34 секунды 80 остаются. Бело-черные разыгрывают. Федоров. Федоров сместился, пробил идеально. И голкипер выручает. У нас вратарь-то, как вы видите, 5-й полевой. Усть-алданский продолжает. И заблокирован удар. Еще один момент шикарный, да. Ну вот и не везет это тоже. Это тоже ключевой фактор. С этим проблемы сегодня у усть-алданского. Сюда, в сторону камеры летит. Ну и на трибуны к болельщикам. Последние у нас секунды уже идут. И все. Не дали оформить Ергену хет-трик. Заканчивается матч и со счетом 6-1 побеждает Якутск. Напомню, это чемпионат Республики Саха, Якутия по футзалу, первая лига. В финале Якутск обыграл команду усть-алданский со счетом 6-1. Спасибо командам за матч. Спасибо вам, что смотрели, поддерживали своих, делали трансляцию интереснее. Спасибо большое коллегам за работу. Для вас эту встречу комментировал я, Дмитрий Лосев. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Kira apa dia?